Добрый день! Сегодня мы поговорим о такой важной и актуальной для всех теме, как продвижение вашего бизнеса в социальной сети Instagram. Instagram был сенсацией в мире социальных сетей. Платформа первой создала визуальную социальную сеть специально для юзеров смартфонов. Сегодня Instagram принадлежит компании Meta, которая нам известна как Facebook. И с годами Instagram из социальной сети, где люди делились только фотографиями завтраков и путешествий, превратился в мощнейший инструмент для бизнеса. Многие из нас есть в социальной сети Instagram, но давайте структурно разберемся, из чего же она состоит. Ваша страница – это база вашего бренда. Здесь люди видят короткую информацию о вас, ссылки на сайт и другие соцсети, все ваши посты, видео и сохраненные истории. Лента – основной поток, где вы видите посты, видео, истории, опубликованные вашими друзьями и брендами, на которые вы подписаны. В ленте также появляется реклама. Истории – временные публикации, которые исчезают через 24 часа. Они позволяют вам делиться закулисным контентом и взаимодействовать с вашей аудиторией. Reels – короткие видеоролики продолжительностью до 120 секунд. Reels – относительно новый продукт Инстаграма, который идеально подходит для демонстрации ваших продуктов, учебных пособий или развлекательного контента. В Инстаграме, в отличие от Фейсбука, нет такого сильного разграничения между личной и бизнес-страницей. Все странички изначально открываются как личные, а потом профиль уже нужно перевести в режим бизнес-аккаунта. В чем разница? Личная страница нужна частным лицам. Профиль в этом случае может быть открытым или закрытым. Аккаунт бизнес или креатор предназначен для брендов, компаний и инфлюенсеров, блогеров. Такой аккаунт позволяет включать рекламу и смотреть аналитику, а нам это очень нужно. Для переключения с личной страницы на бизнес необходимо связать страницу Instagram с бизнес-страницей на Фейсбуке. Как и в любом аспекте цифрового маркетинга, одним из важнейших элементов является работа с аналитикой и статистикой. В Инстаграме аналитика называется Insights. Она предоставляет ценные данные о вашей эффективности на платформе. Метрики можно посмотреть как под постами, так и в отдельной вкладке. Тут есть охват, посещение профиля, уровень вовлеченности и демография подписчиков. Давайте поговорим о главных метриках. Охват – это число уникальных юзеров, которые увидели ваш пост, историю или Reels. Вовлеченность – это совокупное число комментариев, реакций и прочей активности на ваш пост, видео или историю. Просмотры, в отличие от охвата, показывают не сколько человек увидели ваш контент, а сколько раз его увидели. Это не уникальные просмотры, поэтому они всегда выше охвата. Также под каждым постом можно посмотреть, сколько человек посетили ваш профиль и сколько человек на вас подписались, сколько человек из охвата публикаций уже были вашими подписчиками и сколько неподписчиков тоже увидели пост. Там же есть и другие важные метрики, которые стоит постоянно изучать. Нужно всегда помнить, что Instagram в первую очередь визуальная социальная сеть. Это делает ее и эффективной, и важной, и одновременно сложной для постоянного ведения. Давайте поймем, что нужно делать для продвижения вашего бренда в Instagram и на что обращать внимание. Во-первых, выставляйте оригинальные фотографии. Это нужно для лучшей демонстрации ваших продуктов и сервисов. Можно, конечно, иногда пользоваться бесплатными базами фотографий, но лучше снимать самим или периодически нанимать фотографов. Обрабатывайте фотографии такими приложениями, как Adobe Lightroom. В интернете есть множество видео, которые учат легкой обработке в этом приложении. Снимайте как можно больше рилзов. Сегодня это самый верный способ бесплатного продвижения в Instagram. Следите за трендами, монтируйте рилзы как внутри самой сети Instagram, так и в специальных приложениях, таких как VN, InShot или CapCut. Помните, что у визуала Instagram, будь то фото или видео, тоже есть так называемая мода. Сегодня в тренде непосредственность. Старайтесь не выставлять исключительно фотосессии и слишком обработанные фото и видео. Для продвижения нашего бизнеса в Инстаграме необходимо также воспользоваться платной рекламой. Тут у нас есть несколько опций.
Во-первых, это кнопка «Продвигать под постами». Продвигайте свои публикации прямо из профиля. Во-вторых, включать рекламу, конечно, можно из специального рекламного кабинета Facebook Ads Manager. Это рекламный кабинет предлагает расширенные параметры таргетинга и настройки целей. Здесь можно выбрать конкретные цели для своих компаний. Например, увеличение охвата, то есть, чтобы как можно больше потенциальных клиентов видели вашу публикацию. О рекламе мы подробнее поговорим в специальном уроке. Помните, что в отличие от страниц на Фейсбуке, для страниц в Инстаграме нет конкретной рекламной цели для привлечения подписчиков, фолловеров. То есть нельзя включить рекламу, которая напрямую увеличит число подписчиков. Потому необходимо задействовать все каналы продвижения. Один из таких каналов – это покупка рекламы у инфлюенсеров или блогеров. Инфлюенс-маркетинг – это сотрудничество с популярными пользователями Инстаграма для продвижения вашего бизнеса. Определите соответствующих инфлюенсеров с похожей на вашу аудиторией. Скажем, если вы продаете детские товары, то вам нужно искать блогеров, которые ориентированы на создание семейного родительского контента. Если вы занимаетесь туризмом, то ищите travel-блогеров. Для многих подойдут просто лайфстайл-блогеры, люди, которые рассказывают о жизни и разных ее аспектах. Обратитесь к блогерам с персонализированным предложением и вместе определите четкие цели и ожидания. То есть, когда пойдет реклама, кто ее будет создавать, кто ее будет утверждать и так далее. Есть и такие каналы продвижения, которыми пользоваться не нужно. Один из них, конечно, накрутка. Накрутка подписчиков может серьезно навредить вашей странице. Помимо упавших охватов, это может привести к тому, что Instagram просто навсегда заблокирует доступ к вашему профилю. По такому же принципу работают и giveaway. Помимо привлечения нецелевой аудитории, которая никогда не станет вашим клиентом, этот прием также опасен снижением охватов до такой степени, что вернуть страницу в прежнее состояние будет невозможно. Реклама нужна всем бизнесам, однако органическое, то есть бесплатное продвижение тоже возможно, и на него нужно работать. Поощряйте пользовательский контент, то есть посты и сторис, в которых ваши покупатели и клиенты говорят о ваших продуктах. Делитесь ими, призывайте к их созданию, сотрудничайте с другими брендами для взаимовыгодного партнерства и непременно снимайте по несколько роликов Reels в неделю для максимального органического роста.